Всем привет! Сегодня я хочу рассказать тему про детскую позицию. Что такое детская позиция, что такое взрослая позиция и почему каждая третья женщина, которая приходит ко мне на обучение, она находится в позиции детской позиции. Что же такое детская позиция? Допустим, смотрите, у меня есть дочки, им 3 года и 5 лет. Если я им сейчас дам 5000 сомов, они не поймут, что это деньги, они не поймут, что это большие деньги, да, допустим. Также и в жизни мы, когда находимся в детской позиции, Вселенная, да, и весь мир не будет нам сопутствовать тому, чтобы мы получили этот большой поток денег. Почему деньги ко мне приходят? Потому что я не боюсь ответственности, я беру ответственность, готова работать. Даже брать на наставничество — это тоже ответственность. Брать на работу человека, с ним сотрудничать, работать, помогать ему реализовывать, делать из него конфетку — это тоже большая ответственность. Поэтому в жизни, если вы хотите, чтобы большие деньги к вам пришли, нужно взять просто ответственность в первую очередь за себя и за свою жизнь. Что же такое детская позиция? Детская позиция, когда ко мне приходят, говорят: у меня нет клиентов. У меня нет клиентов, я спрашиваю, а ты пустила таргет? Говорит, нет. А что ты сделала, чтобы у тебя были клиенты? Ты в сторис выходишь, ты пишешь посты, ты призываешь, что у тебя скоро начинается курс, марафон, ты консультируешь в день по 5-10 человек. Нет, у меня нет клиентов. Это то же самое, как ребенок сидит и говорит: мам, у меня не получается, и не пробует, и не старается, да? То же самое здесь. Неважно, 30 лет, 40 лет, 50 лет, человек может находиться в состоянии детской позиции. Поэтому я призываю вас, чем быстрее вы выйдете из этой позиции, тем быстрее вам улыбнется удача и большие деньги придут к вам. Не бойтесь выходить во взрослую позицию. Детская позиция, они всегда конфликты, всегда проблемы со здоровьем, где-то есть вторичная выгода и так далее. Именно в детской позиции нету денег и постоянно нет ресурсов, нет денег. Или, допустим, говорят, я сама была в детской позиции, где-то 2,5 года назад я постоянно была в детской позиции, и чтобы пойти учиться, мне нужно было, чтобы кто-то мне денег дал, хотя я могла сама найти эти деньги, да, допустим. Это потом, после того, как там после последнего выкидыша я поняла, что если я буду продолжать обижаться в течение года дальше еще на мужа, у меня будут уже проблемы со здоровьем. Мы все знаем, что обиды на мужа приводят именно к женским заболеваниям, которые образовываются, я не знаю, эрозия, там, рак шейки матки и так далее. Все вот эти заболевания зачастую именно из-за обид на мужа именно у женского пола. Это все взаимосвязано. Также я поняла, что просто я нужна своим детям, и мне нужно следить за своим здоровьем. Тогда я отпустила все свои обиды, перестала ждать от всех что-либо, просто продала свои вещи на Лалафо и заработала на курс. И таким образом я вышла из этой детской позиции. Мне Бог преподал урок, наглядный факт-урок, что вот так может случиться. Вот. Это был не просто выкидыш, последствия были там женские заболевания, поэтому что я хочу сказать? Хочу сказать, что чем быстрее вы выйдете из состояния обиды на всех, на мужа, перестанете ждать от него что-либо, перестанете от людей, от своих родителей ждать, что когда они вам купят iPhone, я не знаю, когда они все придут, оплатят вам курс, чуть ли побегут, протирут вам попку и запишут за вас курс, либо же пойти на наставничество, ожидая, в позиции ожидания, что этот наставник тебе сделает все. Конечно, это детская позиция, будьте во взрослой позиции. Когда я шла на наставничество, я 3-4-5 месяцев не могла продавала свои курсы по 2-3 тысячи. И когда я хотела выйти на высокий чек, мне нужны были инструменты. Я просила: пожалуйста, просто инструменты, я хочу быть лучшим кейсом. И я делала больше, чем даже требовали. Также говорят и спортсмены: если хотите быть лучшей, делайте больше, чем от вас просят. Мало просто пойти к классному наставнику, нужно везде работать и пахать
Вы должны будете выходить в сторис, вы должны будете делать свою работу, записывать вот так курс, потому что это ваш курс, а не наставника, да. Все это играет роль. Детская позиция, она не приводит, детям не нужны большие деньги, детям не нужно секс, детям не нужно огромное прям. Они не понимают, понимаете, вот они не понимают большие деньги, поэтому очень важно вам самим выйти из этой позиции. Очень много, хоть вы можете себе не признаваться, возможно, вам даже страшно взять ответственность за страничку какого-нибудь бизнес-проекта, чайханы, ресторана и вести его, вы боитесь. А если вы боитесь, соответственно, у вас не будет больших денег. Чтобы иметь большие деньги, не нужно бояться, нужно пробовать и делать. Второй вопрос, то же самое, брать на наставничество, открывать курсы, приводить людей, обучать их, это тоже ответственность. Если вы боитесь ответственности, если вы боитесь как СММ-специалист пойти и брать проекты, то же самое, если сейчас придет к вам звезда кыргызской эстрады, скажет, помоги мне запустить курс, у вас какое будет состояние? У вас будет страх? Вы возьметесь брать ответственность за весь ее проект? Да или нет? Ответьте себе честно и подумайте, готовы ли к этим деньгам, готовы ли вы вот таким, допустим, я не знаю, успехам, готовы ли вы сами к миллиону. Поэтому обязательно, пожалуйста, пропишите себе все сценарии. Чтобы новая жизнь пришла к вам, вам нужны новые привычки. Новые привычки, какие они? Я не знаю, что вы планировали? Записаться на танцы, записаться на какие-то курсы, найти новое окружение, пойти на теннис, пойти на бассейн, я не знаю, на восточные танцы, сходите на вокал, формулируйте в себе новые привычки, выйдите из позиции жертвы, из позиции детской позиции, что вы такая классная, вы такая бедная, вы такая жертва, вы прям супер-пупер, вы все делаете, но вот весь мир, муж, дети, родители, я не знаю, сосед, в маршрутке вот эта личность не уступила место, либо же все виноваты, а вы самая умная, и вы самая добрая, вы самая классная. Не нужно из себя строить, там, не знаю, жертву, быть в такой позиции и так далее. Выйдите из этой позиции, будьте во взрослой позиции. Чем быстрее вы выйдете из него, тем лучше и для вас. Я еще раз хочу сказать, что именно женщины, им даже выгодно, вторичная выгода, это мне не разрешил муж, это вот как дочка и папа, да, мне не разрешил муж, а на самом деле у нее есть вторичная выгода не делать этого, и ей легче прикрыться вот такими отговорками. Вот. Либо же ко мне приходят, говорят, ой, я прошла много курсов, я прошла я прошла тот курс, я прошла этот курс, я прошла то наставничество, даже после наставничества, да, и знаете, мне очень обидно, когда эти люди жалуются на своих наставников, но о себе они плохо не говорят, они не говорят, что они не прилагали усилий, что, я не знаю, что-то так как-то случилось, что это было так-то, так-то, постоянно, можно сказать про одного, но не про всех же наставников, про все курсы говорить, что там все было фигово, плохо и так далее, да, ответственность всегда на вас. Пока вы не выйдете из этого, у вас не будет, к вам не придут большие деньги. Очень важно выйти из детской позиции, девочки. Вот. Также я говорю, что когда вы обучаетесь на курсе, это как дети, да, вот у меня не получается, но что нужно сделать, что у тебя получалось? Нужно что сделать? Заново посмотреть урок, пробовать, еще раз пробовать и так далее, да? Вот тогда у вас будет хороший результат. У нас будет практика после этого курса, то есть после этого модуля у нас будет именно практика. Я вышлю голосовую медитацию, как нужно делать практику постоянно. Вам нужно постоянно просто... Бывает такое состояние, что вот прям жүрегім қысылады да ушунчалык, я не хочу так больше жить дегенде, вы точно захотите изменить свою жизнь. Когда вы внутри себе дадите решение, обещание, что вы больше так не хотите, вот тогда у вас жизнь начнет меняться. Я надеюсь, что урок был полезен, и что вы выйдете из детской позиции и будете всегда во взрослой позиции. И не будете говорить, у меня нет клиентов. Вы будете думать решениями, что мне нужно делать, чтобы у меня были клиенты.
Окей, мне нужно снимать рилсы, мне нужно выходить в сторис, мне нужно посты. Что мне нужно сделать? Окей, мне нужно объявить об этом, пустить таргет, мне нужно это, мне нужно то. Когда у вас будут четкие решения на ваши вопросы, вот тогда вы будете выходить из позиции ребенка. Также дальше вы говорите, я сижу дома, как мне заработать денег? Окей, я отучусь на курс, я классно отучусь на курсе и буду применять эти знания и найду своих первых клиентов. Как мне найти клиентов? Я начну искать их там, родственников, я напишу там столько-то людям, возможно, я подружусь с этим, я сделаю рассылку и так далее, и так далее, и так далее, да? Понимаете, вот когда у вас есть решение, в голове есть решение, это есть, что вы выходите из этого состояния, вы выходите из детской позиции. Вы не говорите там, у меня нет клиентов. Чем больше вы говорите, у меня нет клиентов, так и будет. Не говорите, у меня есть клиенты. У меня каждый день ко мне в директ приходят запросы. Постоянно.